Временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов встретился с жителями города Нерюнгри. О вопросах и ответах и о встрече в целом продолжит Надежда Акимова. Встречу с населением Егор Борисов начал с обратной связи. В актовом зале Дома культуры Якутия с разнообразными вопросами пришли жители не только поселка Серебряного Бора, но и поделиться с проблемами приехали из других поселений. Один из первых вопросов задала жительница Серебряного Бора. Используют рабский труд, когда их лишат лицензии на добычу золота. Ведь страдают много людей, много семей и детей в том числе. Егор Борисов, выслушав жительницу, дал поручение министру труда, чтобы разобрался с данной ситуацией, отметив, что данная проблема очень остро стоит на сегодняшний день в республике. Теперь, что касается того заявления, которое вы говорите, чтобы я разобрался, в этом случае я, конечно, возьму под контроль. Также нерюнгринцы интересовались программой переселения, как и в какие сроки она исполняется. От общественного совета города Нерюнгри выступила Лариса Шароварина, озвучив проблему проведения аукциона на выделение земельных участков. Общественный совет попросил Егора Борисова взять данный вопрос на заметку. Тема с аукционом затянулась на полгода. Поэтому я передам вашим помощникам проанализированный хронометраж прохождения согласования по выделению земельных участков. Я очень вас прошу этот вопрос все-таки как-то попытаться отрегулировать с районной администрацией. Егор Борисов пообещал разобраться с данной сложившейся ситуацией, а также отметил работу общественного совета города и поблагодарил нерюнгринцев за проявленную гражданскую позицию и посоветовал во всех поселениях провести работу создания общественного совета, чтобы таким образом население смогло активно участвовать в программе переселения. Мы приняли программу. Притом на огромную сумму, огромную программу, чтобы принести пользу людям. И мы должны сделать все возможное, чтобы эта программа реализовалась. Если бы денег не было, какие-то планы, вот такие ограничения поставили, я бы понимал вашу ситуацию. Да? Но мы же деньги дали в полном объеме, чтобы пошагово, как вы говорите, по графику начали осваивать, и не было задержек. Нерюнгринцев интересовали вопросы ЖКХ, культуры и здравоохранения. Егор Борисов дал исчерпывающие ответы. Надежда Акимова, Дмитрий Горбов, Семен Амосов, РБК Сахалин.